Аномальные холода на улице и горячая пора у сотрудников скорой. Выезжать приходится в 2 раза чаще. Если раньше диспетчер принимал до 60 звонков в день, сейчас может быть и больше 100 обращений. Треть вызовов из-за вирусных заболеваний. Работы очень много. То есть надо, чтобы население все-таки с пониманием относилось к тому, что вызова обслуживаются немножечко, то есть приходится ждать людям скорую помощь. Действительно, загруженность очень большая сейчас. И в первую очередь, естественно, мы обслуживаем дорожно-транспортные происшествия, инфаркты миокарда, инсульты и детей с высокой температурой. Минусовые температуры к привычным диагнозам добавили переохлаждение и обморожение. Так, в местную ЦРБ госпитализировали замерзшего мужчину. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Он употреблял алкогольные напитки, вышел на улицу и получил переохлаждение. Обратились, говорит, плохо человека, приехали, человек в сознании, просто озноб идет. Температура снизилась, чел. Что был одет легко в курточке. Статистика обморожений выросла по всему Татарстану. Так, в Казани 30 человек обратились в больницы с переохлаждением, 18 были госпитализированы с обморожением. В Нижнекамске 3, в Набережных Челнах 9 человек замерзли и оказались в клинике. В республике на прошлой неделе установилась аномально холодная погода. Какую помощь мы еще можем дома при общем переохлаждении? Есть такой хороший метод, это теплая ванна или теплый душ. Начинаем от 20 градусов и поднимаем до 40 градусов, чтобы организм полностью нагрелся. Обезболивающее можно выпить обыкновенное. Для взрослых это анальгин, для детей можно применить или сироп парацетамола, или таблеточку парацетамола. Сегодня температурный фон в республике начал повышаться. В полдень в Казани было минус 16 градусов и поднялся ледяной ветер. Так, на смену арктическому антициклону приходит юго-западный циклон. Он принесет в республику потепление, обильные осадки, метели. Алия Хайрудинова, Гульназ Гайни, Айрат Шейгалямов, ТНВ, Татарстан.